Я разок посмотрю, где рождает поле зарю, ай, грустничный свет, алый-то рассвет, али есть то место, али его нет. Ай, грустничный свет, алый-то рассвет, али есть то место, али его нет. Полюшка мою родники, дальних деревень огоньки, золотая рожь да кудрявый лен. Я влюблен в тебя, Россия, я влюблен. Золотая рожь да кудрявый лен. Я влюблен в тебя, Россия, я влюблен. Будет добрым год хлебород, дыма всяко пройдет. Ой, золотая рожь, ой, кудрявый лен, ой, о том, как я в Россию влюблен. Ой, золотая рожь, ой, кудрявый лен. Мы идем с конем по полю вдвоем. Ütü kehinen kündü tomtarı oluktuqturu, manıla xılcıttar, бүгүнкү акция кыттачы бара. Седимли düet күнүгер. Россия барамуннуктаргар соңгологу күнө белетенер. Бу күн түгөнчө 612 сыллаха народ бүттүн түмсен Россия сударствата көңүллүк сайдарын сетиспиде.
all the seas, all the winds are dancing corner. It's a dance you've never seen from a country called Moldova. Shaila, she's all Shaila, duce dorul dans de foc al vincio, e ora di Moldova. Când o iubești, te soartă, când o iubești, îți viață toți cu foc se apucă în joc, că cu
выступил коллектив Конторской средней общеобразовательной школы имени Заводского Чеспана. Итак, встречаем коллектив Конторской модельной библиотеки. Сегодня вся Россия отмечает. Это праздник патриотизма, взаимопомощи и единения вокруг общих идей, целей, которые по праву гордится многонациональный народ России. День народного единства иначе называют праздником добра и заботы о людях. Говорят, что если есть в человеке доброта, чуткость, доброжелательность, значит, он состоялся как человек. Давайте будем терпимее, добрее, благожелательнее друг другу. Ведь это лучшие качества объединяют людей, а значит, укрепляют наше государство. С праздником вас, дорогие зрители! С Днем народного единства! В нашем наследии проживают представители 12 национальностей, среди которых есть и башкиры. В этот праздничный вечер Конторская модельная библиотека представляет Башкортостан Республику в лице Белалова Ляли Шакертовны и ее внука Арслана Хаметова. Похлопали дружно, потому что наш небольшой коллектив представляет даже башкиров, которых есть всего 5 человек в нашем наследии. А наш небольшой коллектив вот их представляет, да? Пожалуйста, приветствие на башкирском. Белалова Ляли Шакертовна, Кикан өсін деп келдім мұнда. Семьямда, даяр болуштаным, семьямда үлкен 15 внуктарым бар, внучкам 5 бар. Семья такая большая, у меня такая дружная семья. Өз малайым бар, Султан, Рajab, Радик. Қызым бар Айгүл, Меңсұлу. Күйеуімдері бар бір күйеуім татарин, екіншісі якут. Келіндерім бар менің Алита якутка, вторая тоже якутка. Самый меньший менің келінім башкирка. Ахмат Хаметов татарин. Мы у Лещева живет. Лещик. А второй меня поддерживает мой внук. Самый дорогая кызым Айсул Милалов, башкирка. А так, этот коллектив у нас хороший. Мы национальный, танцуем, поем. Давайте я вам песню спою. Ой, ой, моя, сыдая моя, ой, ой, Немного истории, да? Башкиры народ в России. Коренное население Республики Башкортостан и соседних областей. Само название Башкорт. Они называют себя Башкорт. Да? А ученые вообще, одни ученые расшифровывают этот как потомок богатырей башкиров, да? А другие как главный волк. А тотем у башкиров волк, как у всех тюркских народов. Так, башкиры также древний народ, пожалуйста. Они упоминаются аж в арабских письменах, в китайских хрониках. И
античный период, античный географ Клавдий Птолемей даже описывал башкиров, да, народ его. Так, потом во всех исторических источниках, во всех исторических башкиры предстают сильным воинственным народом, который в мирное время трудится на своих полях, разводит скот, добывает ценный бобровый мех, плавит в печах медь, но всегда готов защитить свою землю и свободу. Это подтверждает многовековая история башкир. Так, в 13 веке башкиры оказали сопротивление Чингисхану, как воинственный народ, да? И когда появился Чингисхан на берегу реки Иртыш, самое известное из многочисленных восстаний — это участие башкир в крестьянской войне в 1016 веке, да? Так, в этой войне обрел неувядаемую славу юный батыр Салават Юлаев. Он предводитель башкирского отряда в составе мятежного крестьянского войска, возглавляемого Емельяном Пугачевым. Салават Юлаев участвовал в 20 сражениях, взял несколько крепостей и заводов, однако был схвачен и закован в кандалы и заключен в Балтийскую крепость, где он провел 25 лет. Он очень любил свою родину, Башкирию, да, находясь в заключении, неоднократно сохранил верность духа и родному краю любовь, которую воспел в стихах. Сейчас это четверостишие прочитает нам Арслан. Это стихи самого Салавата Юлаева. Милая моя земля, реки синие поля, березняк и чернотал, устремленный ввысь Урал. Я одну мечту таю, родину воспеть мою. Так, вторая у нас есть презентация, да? Современный Башкортостан история. Мы до этого рассказали вам, ознакомили вас с древней историей, а сейчас вот посмотрите. Пожалуйста, там подойдешь мне? Ну тут немножко надо озвучить, да, вам? Потому что, видите, вон, я сейчас рассказала про Салават Юлаева, и на гербе Башкирской республики Салават Юлаев. Он похож на нашего Манчара, да, якутского. Тоже всадник. Дальше. Так, это население, общие данные, да? Потом я хотела тут остановиться. Ну вот видите, да? Уфа, столица, да, Башкирской республики. Очень красивый город. Вот насчет этого озера немножко расскажу. Наиболее ранним памятником человеческого обитания на территории современной республики Башкортостан является стоянка Урта-Тубе около озера Карабалыкты, относящаяся к периоду раннего и среднего палеолита. Изображение мамонтов, шерстяных носорогов, лошадей и других животных на стенах Каповой пещеры Шульгам-Таш, относящейся к позднему палеолиту 36 400 лет назад. Алфавит такой, тоже есть похожие буковки, как в якутском алфавите. Да, Ю, сколько там, 42 буковки. Жилища у них, жилища как юрты идут. Очень красочно оформляют всегда скатерти, ковры. Вот видите. Есть очень интересный праздник у башкир. Называется, сейчас покажу.
Вот Каргату, это как бы весенний праздник, тоже пробуждение природы, наступление Нового года. Здесь, когда прилетают грачи, оставляют, у них специальные, у башкиров только традиционно чай подается, да, на праздник, и каша. И называется это грачинный праздник, ну, в быту. Это тоже национальный праздник, он только попозже, не как наш ИСЭХ, попозже идет. Ага. Так. Ну и дальше вот очень это рождение ребенка. Так, праздничная скатерть и выставляют тут лучшее угощение, да? Сейчас просмотрим и еще. У нас, мы покажем вам, вашему вниманию, из обрядового фольклора башкирское чаепитие. Блещет ложечка в руке, медлит мед на языке. Я лимон кидаю в чай. Ой, какой хороший чай! Это стихи башкирской поэтессы Катибы Киньябулатовой. Чаепитие. Важная традиция, а чай наряду с кумысом считается национальным напитком. Башкиры любят пить чай с густыми сливками, с медом, сухофруктами, орехами и чак-чаком. Сегодня мы принесли, то есть Ляля Шакертовна принесла нам чай и башкирский мед. И даже из Башкирии земляничное варенье. Вот сейчас покажем, как садятся. Ляля Шакертовна, встаньте сначала, и как садиться надо. Прямо садятся они как... Нет, сначала встаньте. Ноги наискось, вот так, ага, как у наших. И наливают чай, блюдечко, и прихлебывает. Туда еще ложечкой. Вот у нас есть чак-чак, который приготовила тоже Ляля Шакертовна сама. Вот. Мы вам показываем это, да, обрядовый такой чаепитие. Башкиры любят пить чай. Я написала, я сказала, да вам. Так, башкирский мед вот у нас есть. Он очень, бренд Якутии, называется эталонным. Эталонным, это потому что рецепт, оказывается, 1500 лет этому рецепту. И народ Башкирии бережно хранит традиции. Поэтому в наши дни это чудесное лакомство получается великолепным. А заготовки меда, оказывается, и даже были на наскальных, надписи наскальные были о том, что башкирский мед вот так готовится, приготовление, да? Так, чай подаем жюри. Арслан, пожалуйста. Башкирский мед, эталонный мед. Так что попробуйте. Пока вы пьете, пробуете чай, я хочу, разрешите мне прочитать башкирское предание о Салавате Юлаеве. Салават, башкирское предание. Батыр Салават сражался под городом Красноуфимском, а в Красноуфимске жила одна русская красивая девушка, которая ему приглянулась. Они полюбили друг друга и поженились. Вскоре у них родился сын. Дела у салаватцев не ладились, и когда нужно было отступать от Красноуфимска, Салават пришел к жене, чтобы увести с собой, но она воспротивилась. В это время в дом ворвались пристав с урядником. Они давно следили за Салаватом. Батыр ударил их с такой силой, что те пали замертво. Затем он схватил маленького сына и ускакал. Оставив его на попечение старику в деревне Кижи, сам отправился в том месте, которое называется Салаватов двор. Салавата сопровождал друг Кинзя Арсланов. «Давай уйдем к казахам», предложил Кинзя, «потом соберем войско и снова начнем дело». Но Салават уходить не спешил.
Он сначала должен был забрать сына. Затем быстро собрался и ушел, и обратно уже не вернулся. Вот такое предание. Он у них, у башкиров Салават национальный герой, подобно нашему Манчаре. Он даже на гербе, да, нарисован. Так, теперь у нас пошла презентация национальных блюд башкирской кухни. Ляля Шакертовна, вы будете рассказывать. Так, первое блюдо. Было блюдо бешбармак. Башкирский бешбармак. Сделано с мясом, картошкой, лук, тесто. Это бешбармак. Был торт шакша, как муравьиная горка. Пьем мы чаем, башкирском. Был юаса, по-нашему юаса тоже чай тоже. Там тоже лепешка, как мед, черемуха, как чаем попил. Лепешка. Как народная у вас, как называется, и у меня лепешка, как хлеб. И заключительный наш номер — это башкирский танец ляусан. Перед вами выступил коллектив Тамбурской модельной библиотеки. Представили башкирский народ. Бурными аплодисментами встречаем коллектив Тамтурского детского сада. Представляем быт и культуру эвенского народа и рождение священного белого олененка Эва. Быт – это естественный уклад жизни этноса, включающий в себя определенные традиции и религиозные верования. Культура каждого народа по-своему уникальна. Проживание северных народов в условиях дикой природы и сурового климата стало определяющим фактором формирования быта и традиций этого этноса. Мир севера непредсказуем. Он может как навредить человеку, так и быть к нему благосклонным. Согласно традициям северных народов, природа является живой. Все вокруг имеет свою душу. Озера, тайга, поля и равнины. Эвены были кочевым народом. Для своего проживания они строили чумы. Для обогрева разводили огонь. Основным занятием северных народов было оленеводство. Этим ремеслом занимались круглый год. Уатал
oran adokun bihidun evesel eregerda oral bur botonikan nulgerger. Tachinda mimi hömneken even nösökchen nimekelni angamta törde nulgecher. Dörnyerikan nyam asatkan huralker. Kungal ereger önen duayı belette. Для эвенов олень был культовым животным, ведь их основным занятием являлось оленеводство. Их стада были самыми большими на севере. Традиционно священными считались белые олени Геве. Белый олень не просто редкое и красивое животное, а священное существо-оберег, хранящее все стадо. Он все стадо ведет. Белые олени украшались красными лентами, на их шерсти выстригались знаки солнца или изображался дух огня. Считалось, что эти животные принадлежат верховному божеству Нуму. Северяне полагали, что Нум является создателем земли и всех, кто ее населяет. О, ай, Мимичан, Оранtan, Нот Келталджи, Хонначан, Тукче, Хевек. Кунгал Дагаял Хоч, Хоканчил.
Национальную кухню эвенков можно назвать одним из древнейших образцов кулинарного искусства народов Севера, которые умели полноценно и рационально использовать ресурсы родной природы. Основу питания эвенков издревле составляли мясные и рыбные продукты. Сегодня мы вам предоставляем эвенскую кухню. Это роллы из сырой оленьей печени, ребра снежного горного барана, индигирка из рыбы голец няйба, эвенская лепешка и чай из орешков кедрового скванника. Эмезде хонгачам хевек тугрен. Төгемида эвесел эрек гелталджи хевек орамнат оран гаветта. Такаректук оролчиннал орантан эрегет хоябиден эскерен аймака. Эвенский народ сегодня перед вами представил коллектив муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Тантурский детский сад номер 24 Кескель. Итак, встречаем коллектив Тантурской детско-юношеской спортивной школы. 4 века пролетели над Русью нашей с той поры, когда в бою мечи звенели и поднимались топоры, Пожарский с Мининым спаяли и сберегли родную Русь. Сошлись Посадский и боярин на свой великий ратный труд. И этот день в веках не сгинул, он в памяти людской живет. России не иссякнет сила, ведь эта сила — наш народ. Здравствуйте, дорогие гости! Мы рады вас видеть. Русский народ хочет вас поздравить с праздником единения всех народов России.
народ щедрый встречает гостей хлебом, солью. Русская земля растила таких поэтов, как Лермонтов, Пушкин, Толстой. Более современный поэт, ближе XIX века, это Александр Сергеевич Весенин. Да, русский поэт. Родился в губернии, Рязанской губернии, из крестьян. Мать и отец у него были крестьяне. За свое короткий, за свое 30-летие он сочинил очень много стихов и песен. В 5 лет он начал читать и писать. Сейчас стихотворение о природе, о любви, любви к родине, к своему краю. Стихотворение сейчас прочтет Евдокия Константиновна Есенина. Колышет березинку ветер весенний, веселой капели доносится звон, как будто читает поэму Есенин про зиму, в которую был влюблен, про белые рощи и ливни косые, про желтые нивы и взлет журавлей. Любите Россию, любите Россию. Для русского сердца земли нет милей. Нам русские песни с рождения пели. Нас ветер России в пути отнимал, когда вся Россия надела шинели. Нередко бывало, солдат вспоминал и белые рощи, и ливни косые, и мысленно детям своим завещал. Любите Россию, любите Россию, Россию, которую я защищал. Кто Русью рожденный, в России влюбленный, тот отдал и сердце, и душу свою. Пред ней величавой склоняюсь в поклоне, о ней, о России я песни пою. Про белые рощи, про ливни косые, про желтые нивы и радость весны. Любите Россию, любите Россию, и будьте России навеки верны. Объединение всех народов принадлежит одному древнему племени под названием руги. Русские, они разговаривали на русском языке. Это были трое братьев Рюрик, Синеус и Тавор. Они объединили племена Венет, славян, вагр и руги. Создали государство, и чтобы защищать свое государство, своих людей, свои семьи от вторжения других племен. Так бы они и жили своим государством. Но в 1307 году на них напали немецкие племена. И разгромили это самое племя ругов. Им пришлось переселяться на другие территории страны, Евразии, континента. Они поселялись на востоке побережья Прибалтики, на западе, на юге Евразии, и на Дунае, на Днепре. Второе объединение произошло в IX веке. Князь Олег завоевал Киев и
объединил, они были сначала разрозненные племена, и каждое племя могли выбить до одного человека буквально. И тогда он решил объединить все княжества. И все стали жить опять государством. И некоторые просили помощи, эти племена, что они не могли сами защитить себя, свои семьи. И тогда они входили в этот состав государства под княжеством Олега. Потом, в 1917 году, Владимир Ильич Ленин был вождем революции и тоже объединил все народы. Он думал о людях бедных, которые работали 24 часа и получали очень мало за свой труд. Произошла революция, и все народы воевали в этой революции. И стало социалистическое государство, Союз Советских Социалистических Республик. Якутия, кстати, вошла добровольно в 1632 году в Русь, в российское государство. Так. А сейчас мы вам покажем, какие традиции, русские традиции костюмов, платков и посуды славятся на Руси. Это платок Павлово-Посадским. Изготавливают Павлово-Посадским. Колорит такой яркие цвета, изящные, да. И стали изготавливать их в 17 веке. Женщины носили их на голове, на плечо, можно было одеть на себя. И он является тоже как сувениром. Иностранцы, приезжавшие к нам в Россию, покупали все время вот эти платки как сувенир, подарок о России. И еще и матрешки сувенирами являлись. Еще оренбургские, очень много всего в России изготавливают мастера женщины. Костюм. Самое главное верование россиян – это вера в Бога, в Иисуса Христа. И есть православные праздники, которые отмечают все россияне. Это Пасха, Масленица, Новый год, и многие-многие другие праздники. Вот один из праздников мы вам покажем. Масленица. Это восточнославянский праздник. Его отмечают перед Великим постом за неделю. Целую неделю все русские люди пекут блины, лепят вареники. Эй, стой, народ, собирайся на Масленицу. Сегодня вас ждут и веселье, и шутки. Скучать вы не будете здесь, ни минутки. Пусть закроется веселый хоровод. Пусть утешит сам себя честной народ. Нынче праздник веселый у нас, на дворе по гармонику пляс. Значит, продолжаем. Блины, вареники, ходят в гости друг к другу, приглашают в гости. Масленица символизирует переход зимы к весне, то есть проводы зимы. Отмечают сытно и весело. Сжигают чучело, катание на санях, гуляние, застолье. Пекут блины, они круглые, символизируют солнце, много тепла, значит скорая весна. Скоморохи веселят народ на ходулях. Парни и девушки
русские знакомятся, создают семьи, катаются на горках, на коньках. Блины. Вот, это самое, блины это попробуйте. Да, русская еда, но она неприхотливая. Предпочтение русские люди делали на ржаной хлеб. Раньше супы варились из крупы и муки. Потом только начали добавлять капусту, мясо к этим блюдам. Ну, ели мороженую рыбу, это самое, иногда ее солили. Еще блины кушали, вот, например, с медом, с икрой. И из напитков были квас, огурцы, помидоры, это овощи, это как бы естественно было для русского народа. Из посуды, вот посуда очень красивые стали делать, это гжель, народные промыслы, традиции с древних времен в русских деревнях. 27 деревень были задействованы в изготовлении керамических изделий, посуду, игрушки, свистульки. Это начало положило 17 век. Славится гжельская глина, керамическая, сочный такой синий цвет росписью по белому фону. Она легкая и очень красивая на вид внешний. Так, это Подмосковье. А в Подмосковье, в Жостове, например, расписывали жостовские подносы. Вот это все делали на протяжении Москва, Муром, Казань. Гжелевский куз был. Нынешнее название Раменский район. Изделия из фарфора, рисунки продумывались художником. Делалась форма, потом в форму заливалась это фарфор. И затем, когда она затвердевала, делали красивые росписи, разнообразные. Еще в Подмосковье есть музей игрушек. Это в Сергиевом Посаде. Основан художником Бартманом, 1918 год. В музее хранятся игрушки разных народов мира. Одна из них – это знаменитая матрешка, сделанная из чурки. Впервые начал делать ее мастер из народа. Фигуры глупой барышни, толстой поварихи, барыни-модницы. Русский народный танец. Ивана,
Кантовская детская юношеская спортивная школа. Спасибо большое, что пришли на наш праздник, на концерт. Встречайте народ Саха в исполнении коллектива государственного бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия Тамторская врачебная амбулатория. Сахажанугар, сахажу, гымыйгар сала. Отмас тиллите, урлюкта хугун кыгын бүтен, жылы этенге торатып өткен өреллере. Ол дайын саха кейтігер, самай чугас айыларынан болалары, айылғыт, онна ейексет. Бүгін бұл жаққанна ақкемлерге бұқа бар күтін бұруынан, алғыста қалажынан растыйлар, тонтор нейнегін амарақ сүрәтті ағылығас майгылақ талбар қодылары. Жоқтар таңарада. Кені ағас майгыла, әйғәс, амарақ, өл. Ейерсет кәлләғіне от маскағыры, ас өл дәрейі. Сайын сағаланары. Кені сылас түйіна борға, уға, салқыңы егер. Кені амарақ, әйғәс амарақ. Бары болғандықтан сәреті, аранатчаны. Ейексет керек оғы сөбілі әвәр. Кені кехі сөйі өстүйдің сайдарын аранатчаны. Жоңға сәргеға екеуді кәрен яны. Құт сүр чөп болуды түсті. Ейексет айау көгіністен Өз үйе тұқары үлі тұрар үйелінен, түйет үйе тұқары төмі тұрар төмкінен, бес үйе тұқары біге жоға білкененен, алта үйе тұқары алла тұрар алғыстанын, сетте үйе тұқары сетенігер селістенін, ағыз үйе тұқары айқырамат айқалданын, тоғыз үйе тұқары тола тұрар жолланарын, үйелерге әлбәділбәт үтіе мағын кәскілденін. Ұрын тұсқы болуқтың, айқал мечіл болуқтың, дом, дом, дом.
Тоғы детаққа барата жиннақ ие айылға ұтынан мағынан иетер сөйелерін әтінен ұйғыра. Сақа түріп ағар бастықы көнге үйдас, еккеске отмас. Балықас онна өске әтас тұрада дедіде. Жөге яғата сақа сылғара. Сақаға мейіндер көлеті, ұғыт түйіні бұт үйдер сүйінді. Сылғы күтіргінен ұлағырды бүттейді, сайының үйілі көйілі үргідейді, ұясқы сөлі күйінге, онна идағай серігер туылған тұқтулара. Сақа кейді әйбейді үңі оңыстан үдді сылжаттар елі. Кинеханан сер том, анал алғыз, тұғыз әділдері. Күркіттар әйбейді үңкі-үңкілілері. бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия, Тамбурская врачебная амбулатория. Итак, встречаем коллектив Тамторской детской школы искусств.
Есть в России такой уголок, где поля и леса необъятны, много сокровищ хранит та земля. Высокие скалы и горы, бескрайняя сибирская тайга, а также степные просторы. Это мой дивный край, Бурятия родная. В ней гул ветров и рек журчания, в ней стук копыт коней игровых в поле ржания и чистоты Байкала достояние. Любимая Бурятия. Амырсей, хундата элшат. Добрый день, дорогие друзья и уважаемые гости. Поздравляю вас с Днем народного единства. Много людей разных национальностей живет на нашей земле. И нужно помнить, что мы едины. В этот день хочу пожелать вам силы духа, единства народов, равновесия и стабильности. А главное, мирного неба, чтобы вернулись с тобой с победой целыми и невредимыми наши мобилизованные мужчины и добровольцы. День народного единства я и коллектив Тамторской детской школы искусства хотим представить вам мою родную республику, Республику Бурятия. Нельзя забывать историю своих предков и народов, ведь именно это сделало нас такими, какие мы есть. Меня зовут Белигма, я коренная агенчанка из Забайкальского края. В 2009 году, окончив Иркутский гидрометеорологический техникум, приехала в Аймикон по распределению работать в аэрологической станции техником-метеорологом. Вышла здесь замуж, у нас 5 детей. Очень люблю свободное время шить, вышивать, танцую, играю чуть-чуть в волейбол. Вот. Республика Бурятия была основана 30 мая 1923 году и вошла в состав Советского Союза России. На гербе символически изображены луна, солнце, огонь, жемчужина Сибири, Байкал, Саянские горы и символ гостеприимства ходак – ритуальный шарф. Флаг состоит из 3 цветов. Синий цвет олицетворяет небо, белый цвет – чистоту, желтый – вечность. Столицей Бурятии является город Улан-Удэ, в переводе на русский «Красная река». На окраине города располагался древний город предков бурято-монголов.
Назвались они Хунну. От монгольского слова «хун» — это человек. Республика располагается по берегу самого таинственного и древнего озера Байкал, которому свыше 25 миллионов лет. Название народа бурят произошло от монгольского слова «бул» — это охотник. Традиционным жилищем является юрта. Юрта – самое лучшее жилище, которое мог придумать кочевой народ. Он состоит из реек, которые очень легко собираются и разбираются. Его накрывает войлоком. В центре находится очаг, он круглой формы. Традиционными блюдами являются различные изделия из мучных, кисломолочных, молочных и, конечно же, мясных продуктов. Самой любимой и самой популярной едой являются бузы. Они очень легки в приготовлении, но очень вкусные и калорийные. Они лепятся в форме юрты. Готовятся они на пару. Внутри образуется вкусный, сладкий, сочный сок. Они лепятся из пресного теста с добавлением рубленого мяса, говядины, баранины, внутреннего жира и лука. Вторым излюбленным блюдом являются бобы. Это изделие из сладкого теста. Они подаются с ягодой и вареньем. И третье блюдо – это урмен, сладости. Подаются они в замороженном виде. Они готовятся из корня саранки, измельченной черемухи, яблок, пряников и, конечно же, с добавлением молока. Традиционная одежда у бурят очень разнообразна и колоритна. Она шьется из самых дорогих материалов шелка, парчи, добавляются различные меха, серебро. Самым любимым камнем женщин бурят является коралл. Одежда традиционная – это дыгл, верхняя одежда. Спереди энгер изображается в виде лошади, так как буряты очень любят и почитают лошадей. Рукава шьются в виде копыт лошади. Головной убор конической формы. Верх обозначает небеса. Украшения – это капельки дождя, снежинки и звезды. Бурятия является центром буддизма России. Самым священным праздником является Белый месяц, Сагалган. Все буддисты мира празднуют Новый год и встречают весну. В этот день народ Бурятии ходит по домам целый месяц, дарит подарки, играют, поют и танцуют, конечно же, свой танец йохар. А летним праздником является Сурхарбан, в переводе как стрельба из лука. В этот день проводятся конные скачки, борьба, стрельба из лука и битье костей животных. И самым красивым элементом этого праздника является танец борцов, танец орла. Как и у всех народов, у бурятов есть своя легенда. Легенда о Байкале и дочери Ангаре, об Абатаре, Геселе и многое-многое другое. Круглые украшения, кругла посуда, кругла юрта и танец йохар тоже круг. В этот праздничный день мы хотим станцевать вам йохар. Спасибо за внимание. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Тантурская школа искусств имени Васия Петровича Крашовкина. Левине Ардалир Николай Скрыбыкин, Теола. Ama köründen sürüler, dondururlar ağızdan. Yarakanı tuvalatımdan kıldırdık da daldar ben. Ama gördüm candalıktan tuvalatımdan mın kurban ben. Kılıya gönül Irak'a sikiyine sırtın. Ayaktan ayrılır, zamandan erettim ben. Sarıdan sarıdan ben, davaya can tutarım. Güne getirtir köküne, kara fanadır gel elden. İnan kıstırın alan, sırdı fuhumun baktar ben. İnimdeki hardiyem, bay hardiyem sürüyen. Ayılaktan açılaktan artık fuhumun kariyerim. Ayılaktan ayrılır, sanandan erettim ben. Sarıdan sarıdan ben, davaya mutlu tutalım. Ayaktan ayrılır, sanandan erettim ben. Sarıdan sarıdan ben, davaya mutlu tutalım. Davaya mutlu tutalım. Davaya mutlu tutalım. Sütөгөл Теола. Ultimate
көрсүн Аэлита Мосова, Ольга Егорова. Эдерсаз. Rüzgar dön, taksanlar,